З 6 на 7 ліпеня адзначылі Івана Купала, народнае свята ўсходніх славян, прысвечанае гадавому сонцастаянню і найвышэйшаму росквіту прыроды. Аб традыцыях і звычаях старажытнага свята мы пагаварылі з навуковым супрацоўнікам краязнаўчага музея Юрыем Денисенко. Івана Купала, альбо па-народнаму купалле, здаўна вядомае на тэрыторыі Беларусі свята, якое уяўляе сабой цесны сімбіёз хрысціянскіх і язычніцкіх вераванняў. Само происхождение праздника, оно обязано многим веяниям. Оно обязано как и христианским веяниям, так и языческим, потому что изначально праздник языческий, про него мы знаем очень мало. Мы даже не знаем, как точно он назывался у язычников. И с приходом церкви, церковь решила этот праздник, скажем так, актуализировать под современные условия. И как раз-таки в этот день примерно празднуется праздник Иоанна Крестителя. И именно поэтому Иван Купала и Иоанн Креститель, казалось бы, названия разные. Но если мы посмотрим на греческое происхождение именно имени Иоанн Креститель, то мы выясним, что это Иван Купатель. Иван Купатель, Иван Купала. Вот так, собственно, и появился этот праздник, так появилось название этого праздника. Міфічныя істоты, карагоды вакол вогнішча, пошук, кветкі шчасця, папараці. Летняе свята багата на сімвалы, традыцыі і звычаі, частка якіх цягам часу адышла ў нябыт, тады як іншыя атрымалася захаваць і ўвасобіць у сучаснай культуры. Прежде всего, конечно же, это два культа, так называемых культа очищения. Культ очищения огнем и культ очищения водой. Наши предки, еще язычники, считали, что в этот день вода и огонь начинают дружить. И вот таким вот симбиозом дружбы были огромное кострища, которые распаливались на берегах реки. И в эти дни как раз-таки прыжки, например, через огонь, через очищающую силу огня, это, что называется, чисто языческая традиция. Купание, хотя с купаниями тоже интересно, потому что праздник, он индивидуален практически для каждой местности, практически для каждой деревни. Если условно в одной деревне купаться было строжайше в ночь запрещено, потому что считалось, что река начинает светиться, и в реке начинают водиться русалки. Души погибших, души утонувших, и они могут затянуть человека на дно и оставить их у себя, то в некоторых деревнях, наоборот, считалось, что ночью нужно войти в воду, чтобы очиститься, потому что вода обладала максимальной вот этой целебной силой, максимальной силой очищения. Купалле свята забабону. Так, напрыклад, усе сны на Івана Купалу лічыліся прарочымі. Знойдзены ў лесе папараць абавязкова павінен быў прынесці шчасце. А даведацца пра свой лёс можна было, пагадаўшы на вянку, воску або паперы. Гаданий, опять же, было великое множество, все зависит конкретно от деревни, но мы вот знаем такие вот классические примеры гадания. Это, конечно же, гадание с помощью венка, когда венки спускались на воду. И здесь уже были нюансы. Если венок, например, далеко уплывал, он не тонул у дамы, то тогда она проживет долгую жизнь, она быстро найдет своего суженого и проживет жизнь счастливую. Если венок тонул, то точно в этом году замуж она не выйдет. Если венок, например, сходился с мужским венком, то значит эта пара, она, скорее всего, сойдется. То есть в это люди верили. Также, если мы касаемся каких-то особенностей, связанных с огнем, то вот, например, прыжки через костер, парные прыжки через костер, это тоже своего рода гадание. Когда, если пара прыгает через костер и руки у них не разрываются, значит пара это, скорее всего, сойдется. Если во время прыжка через костер руки разошлись, то, скорее всего, этой пары общего будущего не будет. Многие фольклористы и гісторыкі сыходзяцца на думцы, што беларуская версія купалля самая, што не ёсць аўтэнтычная і каларытная. Бо ў адрозненне ад нашых славянскіх суседзяў мы ў большай ступені змаглі захаваць язычніцкія матывы свята. На Украине, в России, вот прям вот такого празднования, когда мы разводим огонь на берегу реки, этого нет. Оно немножко более церковное. Там скорее празднуют именно праздник Иоанна Крестителя в церкви, во всем остальном. У нас же традиция другая. У нас же вот именно традиция выйти на чистое поле, развести огромный костер, чтобы отпугнуть всяких нечистиков, которые ходят в эту ночь, пустить венки. И вот эти вот моменты, это именно языческие моменты, это именно те аутентичные моменты, которые отличают наш купаль, делают его уникальным среди вот подобных праздников у других славян.